Слава городу-герою Москве! Еною краю köprülük Kırkanı kuşakta alsalar olmak sana ahar sihi ötürüler kuşak Mudu muhtas Ahtada Kırkıdan Ya doydum şehir Doymayı Kömürün Kırkıdan kuşakta Al sana От имени великих, благодаря вечная слава героя, бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои, те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава.
вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. С ним гордо и прямо погибших в борьбе. Onun sesleri duyunca dolu tüm salsa ortaya Ağdoy tutulumu seriyken Yürüdük sığınların Kolu kursuz Sakaserin boyunu olan tarıgar Alta uğundan taksadığınca Tığılga örgütler Sırdıga tarıgar Anırın Sürekli seviyin Mahtallık veriyetin Silekki Şerbetin Bugün Köyün küle Bugün Ehigi gümbüt Örgütten Ehigi var gadılıgın Barın edersin Barın Kolu okut Якутия потеряла в годы войны в тылу 65 256 человек. Не ставили и пока не ставят еще памятники в селах и городах погибшим в тылу от голода и недоедания, от болезней. Но они должны быть, эти памятники. Это была великая война, великая победа и великое испытание для всего народа. Мы низко кланяемся солдатам победы. Давайте вспомним нынче мы о них, погибших в грозных роковых боях, о незнакомых, близких и родных. Давайте вспомним обо всех подряд, о наших добрых и больших друзьях, о наших славных братьях и отцах, кто не придет сегодня на парад, но жив навечно в бьющихся сердцах. Сыны таежной северной земли, богатырям по мужеству сродни. Kol koyun Ağlaydu Ulu serinin sallar sana Seni bedelenlere Kıyını ürenen uhan sebep Tüm bedelenlere Saka senin bari olak tahtara Barcan bari Serige Giroydu oktumuttar Tığıl gölbütter Vattan seri Barı sertibelerin Sırdıgat tarıgar Keries tebil Minüte Ananar Внимание! Солдаты Великой Отечественной, труженики тыла, якутяне, все, кто живые, памяти павших в боях, замученных в концлагерях, памяти всех павших, объявляется минута молчания.
Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом небесней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секунд дыханием будьте достойны. Ağadoydu ulu seritin boyunların, al bana attırgar, keryestebil, siyere tuoma сагаланар. Начинается возложение цветов к монументу павшим воинам-ягудянам в Великой Отечественной войне. Память героям фронта и героям тыла, землякам, погибшим на полях сражений Второй мировой войны, умершим в бою, замученным в концентрационных лагерях и без вести пропавшим, всем тем, кто не дожил до этого светлого дня, дня Великой Победы, цветы возлагают глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ветераны, участники Великой Отечественной войны, Петр Кириллович Конкин,
Петр Константинович Яковлев, Егор Семенович Николаев, Михаил Дмитриевич Попов, Кирилл Егорович Павлов, Наум Трифонович Слепцов. Цветы возлагают архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман, федеральный инспектор по республике Саха-Якутия Александр Сергеевич Третинников, начальник управления Федеральной службы безопасности России по республике Саха-Якутия Алексей Леонидович Пахомов, министр внутренних дел по республике Саха-Якутия Владимир Николаевич Прокопенко, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Саха-Якутия Александр Александрович Заваличенко, начальник управления Росгвардии по республике Саха-Якутия Сергей Геннадьевич Челищев, председатель Верховного суда Республики Саха-Якутия Любовь Егоровна Летучих. Война – это бесстрашие защитников. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев ни шагу назад. Подножию монумента воинам-победителям цветы возлагают председатель Государственного собрания Ильтюмень Республики Саха-Якутия Петр Васильевич Гоголев, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Килен, государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Галина Иннокентьевна Данчикова, глава городского округа город Якутск Сардана Владимировна Авсентьева, председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов. Война – это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это память сердца всего народа. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Подножию монумента
воинам-победителям цветы возлагают участники и ветераны Великой Отечественной войны и тыла, ветераны боевых действий, молодежь, жители и гости столицы. Мы головы склоняем перед прахом тех, родной, тех, кто вставал над человечьим страхом, когда страна посылала в бой. Мы головы склоняем перед теми, кто свой покой нашел последний тут, который год отсчитывает время, посмертный срок им, а они живут, покуда наша память, негаснущее пламя, что в память тех людей зажгла страна. Так пусть же наша память не померкнет. Все они для Родины бессмертны. Сери бары алжар кайдара, кыйылган сыры түржамас көлөне, сүрәгән бүргәр Өр баттык, аспат арақпат сырған таз болан, ұннуға. Ebesey doyduk ömürün, çiyezi onunla, tutuluda soğuk bolutun könüskelgen. Elbet, sakatallar tara, korsunluk serileştiksene. Onton doydulardan kaldı, kırcağızlar, oğullar, cahtallar, beyni kansanmak ülelerinin kırayını uhan sıvıttara. Sığ konuk, ağın isteğnayı, seri, barılık kılahların, ordu kündüdük, sılastık sanı, kimileri unlu sokaktı. Albanakların üyetiler, ödük, yestekti. Семьи, которую война обошла стороной. Потому в День Победы в каждой семье вспоминают тех,
кто остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. Память за собою позови, где далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих погибших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена. Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Слава героям войны и труда! Kirpiğe sıppıdın umluman dumanlık ürüntülürdükten ilbisör edine hep bidin üye beter ülger Uhud'dan ölüge karda sarken midin umluman dumanlık körsühü Kiyede Uhud'un gölüne umayttın Sir kallan simleri Idılgan keriyede Sipsiyen nigniyen barbıdın через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Biz tertik kırgız bit, boyunlar bit, kiroydar bit, iya doydum, çol bu dihin, gitleri kaybıt kıt, kıyı küne,
күнә жол соргу кайбыт күнә сүрәх бары күппүт күнә. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто, приближая день победы, неделями цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Какими путями прошли вы, солдаты, какие преграды сумели сломить. Стираются лица, стираются даты военных дорог. Никогда не забыть. Kinileri iyiye doydu kömüskeliger kırgıhan kıyan kelbitteri marşalları sallatları satı kınattak serileri kallanmıtın ken moraları karıstır evvel ilileri.
Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Вы с какой фирмы? Сам по себе? Или газета? Сейчас начинают. Отлично. Здесь вот сфотка с Рудковым тоже красиво. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые ветераны войны и голода, дорогие якутяне, от всего сердца поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! 9 мая самый светлый, самый святой день. Мы никогда не забудем, какой весной советский народ освободил человечество от войны. И никому не дадим забыть героизм и мужество народа, ставшего на защиту своей Родины. Это главная историческая правда о войне. Сегодняшнего дня, 9 мая 2019 года, Великой Победы в Отечественной войне я объявил в республике отпуск посвященный Великой Победе с девизом «Ваш подвиг в сердцах поколений». Вот Великой Победы должен приблизить нас к исполнению нашего священного долга. Спустя 75 лет остается неизвестной судьба тысяч воинов и крестьян, захороненных в местах сражений или пропавших вместе. Мы вернулся на родину с победой, и мы знаем славные войны. У нас есть ближайшие родственники, которые пропали без сражений Великой Отечественной. И таких семей, которым до сих пор неизвестно, какая судьба, у нас в республике очень и очень много. Найти имена наших героев на якутскую землю, писать золотыми буквами на обелисках в разных местах – это важное и святое дело. Уважаемые сограждане якутяне, мы все должны трудиться с четким пониманием, что мы потомки победителей, отстоявших мир для всего мира. Это чувство достоинства и гордости еще крепче сплотит наш многонациональный народ, сделает нас сильнее в наших делах на благо республики. Сегодня Якутия вместе со всей Россией уверенно смотрит в будущее. У нас есть главное, за что отдали жизнь миллионы наших солдат. Мирное небо и независимость нашей страны. У нас одна цель, чтобы каждый человек жил счастливо и благополучно на родной земле. Будем достойны великого подвига нашего старшего поколения. Будем любить и уважать свою родину, работать вместе для процветания Якутии и нашей великой России. Мира и благополучия вам, дорогие друзья! Албанат Каи, герой Даргар, Уруй Айхал Эляхолого Тустевич Джомутугар. Слава воинам-победителям, слава
труженикам тыла. Слава нашей великой победе! С праздником, с Днем Победы! Ура! Слово предоставляется председателю Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Гоголеву. Күнді ағадайды ұлы сәретін күттілақтыра. Күнді тыл ветеранлары үтік табыллақ Саха-Херен олықтақтыра. Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие якутяне, позвольте от имени Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно поздравить вас с праздником Великой Победы. Сегодня Великая Победа, состоявшаяся 74 года назад, является самым главным событием в истории нашего государства. И с каждым годом, к сожалению, он от нас на год ежегодно становится дальше. И отсюда становится для нас задача, чтобы мы помнили об этой победе. Мы помнили не только о победе, помнили о том, что победа досталась нам очень тяжелой ценой. Мы должны помнить о тех, кто совершил подвиг. Помнить о тех, кто в тылу совершил подвиг. Не доедая, не досыпая, для фронта обеспечивал победу. Я сегодня принес с собой, вы видите, у меня на руках лист газеты, нашей парламентской газеты «Ил-Тумен». Этот разворот называется «Как воевали якутяне». Мы, конечно, понимаем, что в канун Великой Победы в средствах массовой информации, по телевидению, по радио мы много времени уделяем Великой Победе, страшной войне. Но мы должны сделать и другое. Мы должны добиться того, чтобы история не была сфальсифицирована. Мы не должны допустить, чтобы поп-культура не изменила подвиг народа. Мы должны добиться, чтобы в образовательные программы школьные вошла действительная история. Именно основываясь на таких фактах, где наши якутяне и россияне, представители 15 союзных республик, победили фашизм, именно на таких фактах мы должны строить историю и курсы истории в школах. Об этом мы должны помнить. Это зависит от каждого из нас. И мы будем добиваться, чтобы действительно реальная история нашей Великой Победы, она осталась у наших детей, внуков. Я сегодня немножко нарушил протокол, сознавая, что если в нашем строю не будет молодых ребят, не будет наших сыновей, не будет наших внуков, которые воочию увидят ветеранов, преклоняться перед их подвигом, мы не сможем передать живую связь поколений. Мы обязаны передать эту нить, и мы должны сделать все возможное, чтобы она была крепкой. Позвольте в этот праздничный день всех поздравить с великим праздником, праздником Победы, счастья, благополучия. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Михаилу Дмитриевичу Попову. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые наши
участники Великой Отечественной войны, дорогие жители Якутска, гости, разрешите мне, как старшему поколению, участнику Великой Отечественной войны, мне уже 95-й год, поздравить вас всех с праздником Великой Победы. Дорогие друзья, 74 года прошло с момента, когда мы возвратились с победой. Но победа унесла от нас много жизней. Только в России погибло 27 миллионов наших граждан. В нашей Якутии, которые были призваны в армию, 62 тысячи наших якутян, половины их также остались на поле брани. Дорогие друзья, так хочется сегодня от души вас поздравить с таким великим праздником, так как сам уже тяжеловато, и выступать, и держаться. Поэтому молодым людям я пожелаю продолжить жизнь, которая каждому человеку должна радовать, трудиться на благо нашей Якутии. С праздником, дорогие друзья! Дай Бог здоровья всем! Спасибо! Слово предоставляется активисту Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», студентке Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова Ирине Коренюк. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тяжелые годы войны – это не только наша история, но и ценнейшие уроки для нашего будущего. Именно на опыте победы мы убеждаемся в том, что только мужество и стойкость, труд и ответственность, дружба и сотрудничество, верность традициям являются надежной гарантией и залогом безопасности для развития нашей любимой Родины. День 9 мая всегда будет для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем помнить мужество и героизм нашего народа, сокрушившего фашизм. Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить мужество и героизм нашего народа. В этот торжественный день мы склоняем головы перед павшими в боях. Светла наша память и о тех, чьи сердца остановились уже в мирное время. Дорогие ветераны, спасибо вам за победу, здоровья и благополучия на долгие годы, успехов в работе, любви и уважения ваших близких. С праздником Великой Победы! Внимание! Начинается военно-патриотический парад в честь 74-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Болгою, улу кöyü sette 14 жылығын аллах, кöyü парада сағаланар. Военно-патриотическим парадом командует полковник Иван Васильевич Федоров, кавалер ордена Красной Звезды и медали за боевые заслуги.
Принимает военно-патриотический парад военный комиссар Республики Саха-Якутия полковник Тимир Ол Иванович Артына. Парад! Равняйсь! Верно! Равнение на середину! Товарищ полковник, военно-патриотический парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, построен. Докладывает полковник Федоров. Здравствуйте, товарищи! Уважаемые Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Сражение на середину! Товарищ глава Республики Саха-Якутия, военно-патриотический парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен. Докладывает военный комиссар Республики полковник Артына. Вы вообще откуда пришли? Здравствуйте, товарищи! Территорию покиньте, пожалуйста. Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! Внимание! Приказ номер 245 министра обороны Российской Федерации от 7 мая 2019 года. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник – символ истинного патриотизма и духовного величия нашего народа. Проходят годы, но не тускнеет память о подвигах, беспримерном героизме, стойкости и самоотверженности фронтовиков, партизан, тружеников тыла, узников фашистских лагерей. Судьба каждого из них – это пример любви к родине, верности присяге, идеалам справедливости и гуманизма. Следуя боевым традициям фронтовиков, личный состав вооруженных сил Российской Федерации достойно выполняет свой воинский долг, настойчиво совершенствует ратное мастерство, надежно стоит на страже национальных интересов государства. Уважаемые товарищи, примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо отчизны. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. На площади Победы, столицы нашей Северной Республики в Якутске, начинается военно-патриотический парад в честь 74-летия Великой Победы. Парад! Равняйсь! Мирно! Величайший символ Великой Отечественной войны, знамя победы нести! Равнение на знамя! Начальник организационно-планового отдела измерительного пункта войсковой части 14129 подполковник Владимир Леоненко. Знамя Победы несет старший инженер-капитан Игорь Кучеревский, ассистенты начальника отделения старший лейтенант Олег Калашницын и офицер организационно-планового отдела старший лейтенант Максим Литвинчук. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1918
1941-45 годов. Вольно! Парад! Равняй! Мирно! Торжественную маршу! Народно! Знаменная группа прямо, остальные направо! Десантка направо линейного! Равнее направо! Шагом! Марш! майор внутренней службы Василий Братчиков. Торжественным строем проходят сотрудники Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте. Во главе парадного расчета старший лейтенант полиции Андрей Шарин. В парадном марше сотрудники Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Во главе парадного расчета майор полиции Виталий Азоркин. Заместитель начальника курса Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Проходят торжественным маршем сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Во главе парадного расчета директор гражданской службы первого класса Иван Петров. Торжественным строем проходят служители Якутского филиала юридического
юноармейское движение во главе старшего сержанта Эрика Кима. Торжественный строй проходит Александровского института водного транспорта. Парадное прославляет заместитель директора по воспитательной работе Дмитрий Павлов, знание института высокообразовательный воспитатель Артем Ефимович. Торжественный строй проходит учащиеся средних общеобразовательных школ города Якутска. Перед вами военно-патриотический клуб Отечества юноармейского батальона ВСА, школы номер 16, лучший командир взвода Александр Перминов, руководитель Алексей Герман. Торжественный строй проходит военно-патриотический клуб городской классической гимназии, лучший командир взвода Влада Сосин, руководитель клуба Степан Ильин, профессор Ольга Степанова. Военно-патриотический клуб «Астер», Захарий Красин, командир взвода Александр Яковлев. На Маршей площади Победы военно-патриотический клуб «Астер», сам гимназии, лучший командир взвода Артем Яковлев, руководитель клуба, полковник запаса вооруженных сил, ветеран вооруженных сил России Егор Жиркотов, директор Валентина Сапогеева. Торжественным маршем проходят казаки и кадеты Якутского казачьего полка во главе расчета атаман полка Александр Козырь. В парадном марше казачий военно-патриотический клуб «Пластуны» во главе прапорщик Владимир Игорь. Служебный личный собак возглавляет инициатор учащихся завода в военно-патриотическом движении Ольга Галачева Яковлева. Военно-патриотический парад завершает духовым оркестр Лена Риверас Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Владимира Кривошапова, дирижер лейтенант Павел Востовский. И героизм доблестных защитников Родины, немеркнущий подвиг во имя будущего Отчизны. Да здравствует 74-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди раним. На площади входит бессмертный полк. Это настоящая живая река памяти с фотографиями, транспарантами и флагами. В рядах бессмертного полка героев, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников